Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар. Сегодня у нас 22 урок. Тема урока бұйрық рай болымсыз түрі, отрицательная форма повелительного наклонения. Жай форма, простая форма. Вот дается формула. Негіз қосылған ма, ме, ба, бе, па, пе. И на экране мы видим слова столбиком. Это наши глаголы в основе стоят. И к ним мы будем добавлять нужные аффиксы. Будем преобразовывать в отрицательную форму повелительного наклонения. Итак, убираем шторку. Под шторками у нас аффиксы. И будем подбирать нужные аффиксы каждому слову. Итак, слово «айт» твердое, оканчивается на глухой согласный, поэтому мы подберем сюда «па». Оканчивается на глухой согласный, значит, суффикс тоже будет начинаться с глухого согласного. Кут слово мягкое, оканчивается на глухой согласный, поэтому суффикс тоже должен начинаться с глухого согласного. Кутпе. Тогда сюда подходит ма. Суили ме, потому что мягкое слово. Жаз ба. З и Б очень дружные буквы. Жз бе. Получается, не говори, не жди, не слушай, не разговаривай, не пиши, не плавай. Открываем и смотрим. Здесь нам даны аффиксы ш, ш. Вариант для твердых слов и вариант для мягких слов. Вот смотрите, если мы скажем айтпаша, то переведется как «не говори, пожалуйста». Кутпеше – «не жди, пожалуйста». Тандамаша – «не слушай, пожалуйста». Сулемеша – «не разговаривай, пожалуйста». Жазбаша – «не пиши, пожалуйста». Жузбеша – «не плавай, пожалуйста». Сапая форма, вежливая форма. Это будет обращение на «вы». Формула негіз плюс маме, бабе, папе и плюс ңыз. Вот это дает вежливость в форме. Здесь даны слова в столбике. И вот здесь даны аффиксы, которые мы будем присоединять. На первой странице мы уже присоединяли. Они стоят в простой форме, да, не говори, не жди, не слушай и так далее. Теперь нам нужно образовать вежливую форму. А вежливую форму мы будем образовывать, добавляя окончание ңыз или ңыз. Это для твердых слов, это для мягких слов. Итак, айтпаңыз, не говорите, күтпеңіз, не ждите. Тыңдамаңыз, не слушайте. Сөйлемеңіз, не разговаривайте. Жазбаңыз, не пишите. Жүзбеңіз, не плавайте. Чтобы у нас получилось еще вежливее, то мы можем добавить аффиксы ш, ш. И тогда будет айтпаңызшы, не говорите, пожалуйста. Күтпеңізші, не ждите, пожалуйста. Тыңдамаңызшы, не слушайте, пожалуйста. Сөйлемеңізші, не разговаривайте, пожалуйста. Жазбаңызшы, не пишите, пожалуйста. Жүзбеңізші, не плавайте, пожалуйста. И если убрать эту шторку, мы видим сіз, то есть обращение ко второму лицу вежливой формы. Сіз айтпаңызшы, сіз күтпеңізші, сіз тыңдамаңызшы. Переводится одинаково. Вы не говорите, вы не ждите, вы не слушайте. Спай форма. Формула негіз маме, бабе, папе плюс ңыз и плюс окончание множественного числа дар-дер. Так как это множественное число, сразу подставим местоимение. Но перевод с местоимением и без него будет совершенно одинаковым. Теперь добавляем аффиксы. По закону сингармонизма добавляем к мягкому слову мягкий аффикс, к твердому слову твердый аффикс. Слово твердое – твердый аффикс. Сразу добавим окончание второго лица. Айтпаңыз,
дар. Күтпе. Ңыз. Дер. Мягкое слово, мягкие аффиксы. Твердое слово, твердые аффиксы. Тыңдама. Ңыз. Дар. Сөйлеме. Ңыз. Дер. Жазба. Ңыз. Дар. Жазбаңыздар. Жүзбе. Ңыз. Дер. Под шторкой аффиксы ш добавляем. Сіздер айтпаңыздаршы, вы не говорите, пожалуйста. Сіздер күтпеңіздерші, вы не ждите, пожалуйста. Сіздер тыңдамаңыздаршы, вы не слушайте, пожалуйста. Сіздер сөйлемеңіздерші, вы не разговаривайте, пожалуйста. Сіздер жазбаңыздаршы, вы не пишите, пожалуйста. Сіздер жүзбеңіздерші, вы не плывите, пожалуйста, или не плавайте, пожалуйста. Вот получилась вежливая форма. Но здесь важно сделать оговорку одну. Хотя слово с суффиксом «ш» или «ш» переводится «пожалуйста», есть нюансы, которые могут изменить вежливость в обратную сторону. И это интонация, с которой произносится просьба. Если в голосе будет нотка раздражительности, просьба обретает грубую форму. Например, «жазыңызшы», а подтекст «пишите уж быстрее, пожалуйста». «Тыңдаңызшы», подтекст «слушайте, пожалуйста», без лишних вопросов. Впрочем, интонация работает совершенно одинаково во всех языках. Тут приходят на ум слова не важно, что говорят, а важно, как говорят. Приведем примеры. Мұғалім, балалар, қазір диктант жазамыз, асықпаңдар. Тыңдаңдар, сосын жазыңдар. Балалар, бастаңыз, біз дайынбыз. Учитель. Дети, сейчас будем писать диктант. Не торопитесь. Вот отрицательная форма «па». Тыңдаңдар, слушайте, потом пишите. Дети, начинайте, мы готовы. Саябақтағы жазу. Құрметті демалушылар, гүлдерді жұлмаңыздар. Шөпті баспаңыздар. Қоқыс лақтырмаңыздар. Надпись в парке. Уважаемые отдыхающие, не рвите цветы, не наступайте на траву, не бросайте мусор. Завершая урок, можно сделать вывод, что в казахском языке отрицательная форма повелительного наклонения образуется путем прибавления отрицательных аффиксов плюс окончание второго лица, а во множественном числе окончание дар-дер. Чтобы получилось «пожалуйста», добавляются аффиксы «ш» или «ш».